Бисмиллахир рахманир рахим. Ассаляму алейкум ва рахматуллах. В русле истории сквозь века. Так называется наша передача. И сегодня в рамках этой передачи мы предлагаем вам первую серию фильма про удивительный город Дербент, подготовленный телекомпанией «Россия Аль-Яума». В этом фильме рассказывается о том, как впервые арабы-мусульмане оказались на территории Кавказа. Россия – страна, раскинувшаяся на огромной территории, до Японского моря на востоке и от северных морей до Средней Азии, Каспийского и Черного морей на юге. Она населена разными народами, исповедующими разные религии. Дагестан, как и весь Северный Кавказ, с VII века оказывается в зоне арабских завоеваний. Здесь начинается распространение ислама. С тех самых пор и в последующие века здесь происходило развитие мусульманской культуры народов этого края. Я Виталий Наумкин, профессор, преподаватель истории арабских стран и ислама. Мы находимся в городе Дербенте, административном центре Южного Дагестана. И приехали мы в этот город для ознакомления с местом, где российская цивилизация впервые встретилась с арабской. Так как город Дербент, или Баб-аль-Абуаб, как его затем прозвали арабы, был первым пунктом, которого достигло войско арабов во время завоевания Северного Кавказа. До арабских завоеваний на землях Дагестана существовало множество государств и самостоятельных обществ. В период с III века до нашей эры до V века нашей эры часть территории Дагестана входила в Кавказскую Албанию. Позднее южная часть Дагестана оказалась под властью персов, а другая его часть перешла к хазарам. В середине VII века хазары, отделившись от тюркских народов, образовали свое государство, охватившее территорию между Доном и Волгой, включая побережье Каспийского моря. Столицей его был город Итиль в устье Волги. К середине VIII века оно превратилось в великую военную державу, которая впоследствии пришла в упадок под натиском войск арабского халифата. Арабское завоевание Дагестана в VII веке началось именно отсюда. Для подробного ознакомления с этим городом и его историей мы обратимся к некоторым арабским источникам. Аль-Истахри говорит: что касается Баб-аль-Абуаб, то стены его касаются моря, а внутри их пристань для кораблей. Эту пристань окружает море. Стены укреплены и возвышены над морем. Этих ворота в море растянута цепь так, что нет входа и выхода для кораблей, кроме как с дозволения. Баб-аль-Абуаб находится у моря Табаристана. Это море хазаров. И вот оно, Каспийское море сегодня. Аль-Истахри пишет: Баб-аль-Абуаб находится у моря Табаристана. Это море хазаров. Он больше, чем Ардабиль, площадью примерно 2 квадратных мили. Вокруг него множество посевов и плодородных земель, не считая того, что приносят туда из других мест. Над городом находится возвышенность, цитадель, обнесенная каменной стеной, протянувшаяся с гор так, что нет пути по горам и городам мусульман. Представьте себе изумление войск мусульман, когда они во время правления праведных халифов пришли сюда и увидели эти огромные укрепления и эту крепость, которую трудно описать словами. О чем мы сейчас и поговорим с заведующим историческим музеем города Дербента Назимом Казимовым. После завоевания Дербента арабами начались непрерывные столкновения между войсками арабов и хазар.
Враги Дербента, как с юга, так и с севера, неоднократно пытались овладеть им, так как Дербент всегда был преградой на их пути и затруднял им продвижение с севера в персидские города и так далее. С VI века город раз за разом становится объектом завоеваний различных племен и народов. Еще Геродот указывал на важное значение Дербента, который находился на пути продвижения различных кочевых племен и народов. И арабов Дербент встретил как очередных завоевателей. Здесь мы поведем речь о южных воротах города, называемых воротами джихада. Но прежде чем мы окунемся вглубь их истории, давайте сначала насладимся их описанием. Арабские источники упоминают о 2 каменных колоннах у ворот джихада. На каждой колонне была статуя льва из белого камня. Чуть ниже их на 2 камнях стояли статуи львиц. Недалеко от ворот находилось каменное изваяние человека, а под ним статуя лисы, держащей во рту кисть винограда. Внутри города были большие водоемы, где хранилась вода для использования в случае засухи. К ним и от них проведены водопроводы. С обеих сторон прохода стояли статуи львов. Мы стоим возле ворот джихада. Мы можем представить себе, как арабы завоевали Баб-аль-Абваб. Обратимся к источникам. И здесь мы находим различные сведения арабских, армянских, дагестанских и других историков. Некоторые из них говорят, что Абдур-Рахман бин Рабиа предводительствовал первыми войсками арабов, которые дошли до Кавказа. Он был первым назначен во главе передовой оборонительной линии у Дербента в 22 году по хиджре, что соответствует 643 году. Сражаясь с хазарами по приказу халифа Умара ибн аль-Хаттаба, Абдур-Рахман пал смертью шахида. Вместе с ним погиб и его брат Салман бин Рабиа аль-Бахили. Они пришли сюда со своими войсками из соседнего Азербайджана, со стороны города Барда. Некоторые армянские историки утверждают, что халиф Умар ибн аль-Хаттаб назначил Абдур-Рахмана бин Рабиа амиром, правителем города и крепости. Якобы он находился на этой должности до 32 года хиджры. Затем был убит в сражении во время одного из своих походов на Хазар. Это не соответствует тому, что мы находим у других арабских историков. Халид ибн Хаят пишет, что Салман был назначен правителем города Барда только в 25 году. Теперь мы подходим к другим воротам этого укрепленного города под названием Баб-аль-Кияма, ворота судного дня. Доктор исторических наук, профессор Гаджиев Муртаза Алей Сиражудинович, один из лучших знатоков истории этой местности, объяснил, что история этого места до конца не изучена и кроет еще множество тайн. Ссылаясь на различные источники, которые утверждают, что место под названием Баб-аль-Кияма, где совершали поклонение Всевышнему, находилось здесь. Однако это не было известно достоверно. После изучения истории XI и последующих веков прояснилось, что место это находилось рядом с этой башней. Здесь мы начали раскопки и установили, что на этом месте совершали богослужение до начала XX века. Стоит отметить, что ученые-историки подтверждают значимость этого места в религиозном плане среди тех, кто жил здесь на стыке IX и X веков, считая эти ворота воротами Ахирата, то есть воротами судного дня. Это относится к периоду усиления суфизма в Дагестане. Все это проясняется из надписи на камне, оставленной одним из суфиев того времени. Историки относят ее к XI или XII веку. Здесь мы видим множество различных надписей и орнаментов. Также видны гвозди, вбитые в стены крепости,
неизвестно для чего. Здесь, между камнями в стенах и под стенами, мы нашли не только гвозди, но и различные монеты средних веков. Они обнаружены как у стен, так и в самих стенах. Этот город был важен и в военно-стратегическом плане. Город Баб-аль-Абуаб был укреплен для защиты от набегов тюркских племен на персидские города, а также для безопасности Великого Шелкового пути. Позднее различные культурные слои намертво закрыли эти ворота. В результате они оказались ниже уровня земли, чего не было во времена сасанидов. Впоследствии верующие стали собираться у этих ворот и прозвали их воротами Судного дня. Высота стен была приблизительно 13 метров. Длина южной стены 3500 метров, а длина северной стены 3350 метров. Толщина же достигает 1,5 метров. Проводя раскопки в культурных слоях времен арабо-хазарских войн, мы обнаруживали фрагменты камней, выпавших со стен во время битв. Основываясь на данных раскопок, мы установили, что эти камни относятся к периоду 7 и 8 веков. Мы не сможем установить более точное время, известно лишь, что эти стены были укреплены в VI веке. В этом месте до 20 века собирались мусульмане, особенно шииты из Азербайджана. Так нам рассказала пожилая женщина из Дербента из своих детских воспоминаний. Но до окончания исследования истории этого места пока далеко. Ведь значение и смысл многих надписей и орнаментов остаются неизвестными до сих пор. Знаете, ранние суфии жили в постоянном ожидании судного дня. Я думаю, этими надписями и орнаментами они будто разделяли этот бренный мир от вечного ахирата. Этого судного дня, который известно, как описывается в Коране. В этом выразился их страх перед описываемым в Коране судным днем. Также мы видим здесь две буквы «лям» и «алиф», которым придавалось особое значение, как и свидетельствованию «ля иляха илlallah». Также они олицетворяют меч Зульфикар. Символ меча Зульфикара и так далее, и так далее. Вот. И, наконец, что интересно, мы видим на этих камнях изображение луков и стрел, направленных вниз к земле. Город был разделен на кварталы, так называемые магалы. Они образовались по признаку их жителей. Арабы завоевали город Аль-Баб, Дербент, и окончательно завладели им в 25 году по хиджре. Эта крепость была основной резиденцией, столицей. За ней, как мы читаем в этом арабском источнике, располагался сам город, так называемый Шахристан. Внутри города были дороги до самого моря. Теперь представим себе, в каком состоянии был и как выглядел этот город Дербент в те времена. Здесь проживало множество общин и народов, носители различных языков и культур, военные, купцы и ремесленники. Жили здесь арабы, турки, персы и кавказцы. Были арабы-переселенцы из Дамаска, Аравийского полуострова, Хумса, Уфы и так далее. В верхней части города жили правители и хакимы. Здесь также находились мечети, минареты. Была и церковь, построенная в IV веке. Эта часть была самой богатой в древнем городе.
В городе был караван-сарай, где останавливались путешествующие по Великому Шелковому пути. Здесь находилась самая древняя в Европе джума-мечеть, или большая мечеть. С северной стороны входом в город служили Баб-аль-Джихад, ворота джихада. Одна из башен, находившаяся на северной стене, служила для предупреждения о приближении врагов или почетных гостей и правителей. Общим, количество переселившихся вместе с войском из различных арабских стран в Дербент и в окрестности достигло около 100 тысяч человек. А в 8-9 веках он превратился в один из исламских центров халифата, куда переселялись многие жители Аравии, и оставался таковым до XI века. Его называли пограничным форпостом халифата. Вокруг города находилось множество крепостей, которые охраняли границы исламского мира и служили опорой муджахидов. В Дербенте были возведены мечети, в том числе и центральная мечеть, построенная в 115 году хиджры. К сожалению, старинные стены сегодня скрыты под современной облицовкой. Рассказывает Аликбер Аликберов, востоковед, изучивший рукописи Абу Бакра ад-Дарбанди. В архитектурном отношении Мы сейчас находимся в самой древней мечети в России. Она является самой древней и в архитектурном плане. территория России это самая древняя мечеть. На этом самом месте, где я сейчас сижу, сидели многие известные люди древности. В рукописи Абу Бакра ад-Дарбанди говорится, что шейх Таифа Абу Джафар ат-Туси посетил эту мечеть. Как посещали ее такие известные люди, как Абу Ахир ас-Салафи, египетский мухаддис. Здесь обосновался также Аль-Лакзи, автор рукописи истории Дагестана. Отец его, автор рукописей об истории Багдада, был приближенным к проповедникам Багдада. Суфии приезжали. Суфии устраивали в мечети различные маджлисы, собрания. Из других районов халифата. Здесь проводились различные диспуты и споры. Сюда съезжались из других областей багдадского халифата и государства аббасидов. Вот в этом доме сидел Абу Бакр ад-Дарбанди, где, может, и писал свою книгу «Райхануль Хакаик». Затем он перебрался в Багдад, в Мадраса аль-Низамия, занимался учебой и сотрудничал со многими известными людьми своей эпохи, с такими как Абу Хамид аль-Газали, Абу Исхак аш-Ширази и многие другие. Известно, что Дагестан отличается разнообразием религиозных убеждений и толерантностью в межрелигиозных отношениях. Вместе с большинством суннитов с давних времен здесь проживают и шииты из Азербайджана, а также небольшое число горских иудеев и православных христиан. Наряду с мечетями стоят христианские храмы и иудейские синагоги. Все сообщества мирно сосуществовали на протяжении длительных веков. В центральной мечети совершают намаз обе общины – суннитов и шиитов. Их называют здесь джамаатами. Мы беседуем сейчас с имамом центральной мечети города Дербента Хашимом. Приблизительно 5000 молящихся суннитов и шиитов приходят сюда для совершения пятничного намаза каждую неделю, и нет разногласий между различными общинами и народами. Во дворе центральной мечети находится мадраса, религиозная школа, основанная в 879 году хиджры, в эпоху Ширван-Шаха Фарруха ад-Дарбанди. Поэтому она и называется Мадрасатуль Фарухия. Мы оставляем мечеть и медресе и направляемся в сторону главной улицы в старом городе, к исторической бане. Горячая вода и воздух поступали сюда из подземных труб. И, наконец, какой же город, где нет рынков? Мы пришли сейчас на центральный рынок города Дербента.
Интересно, как сочетаются здесь, в этом городе, культуры прошлого и настоящего. Например, если мы посмотрим через ряд, то там вдалеке увидим старинный город и его крепость. Некоторые думают, что эта цивилизация исчезла, она потеряна. Но это не так. На самом деле, на этом самом месте в средние века находились ряды, где торговали различными тканями и другими разнообразными товарами. Те же источники и книги, в которых сообщается о городе в те времена, рассказывают и о том, как здесь появились русские. На русских купцов, приезжавших сюда по торговым делам, город оказывал огромное впечатление. Купцов, приезжавших в Дербент и в Багдад, арабы и местные жители называли русами. Торговали здесь коврами, зерном, древесиной, ископаемыми, оружием. Теперь вернемся на улицы города Баб-аль-Абваб. Мы сейчас на главной улице древнего города Баб-аль-Абваб. Эта улица связывает ворота Баб-аль-Хадид, через которые входили в город правители и другие хакимы с центральной мечетью города. Это главный вход в город Аль-Баб с южной стороны. Постройка этих ворот была закончена в эпоху сасанидов, во время правления Ануширвана. Мы видим над воротами изображение льва и под ним древнюю надпись на арабском языке. Ставили ее после завоевания города арабами. Ворота служили для входа в город войска и правителя арабов. Как мы убеждаемся, здесь очень много проходов и ворот. Пролить свет на историю города Баб-аль-Абваб нам помогает Дарбанд Наме, книга об истории города дагестанского автора Мухаммада Ауаби Акташи, который жил в 17 веке. Акташи приводит в ней сведения, которые не подтверждаются арабскими и персидскими историками IX и X веков, такими как Балахури, Ат-Табари, Аль-Якуби, Куфи и другие. По крайней мере, мы не располагаем такими подтверждениями. Например, упоминается, что важный период в истории Кавказа — это период халифа Харуна ар-Рашида. Сказано, что он в 173 году хиджры отправил Хузаймата бн Хазима этот округ. Говорится также, что сам халиф приехал сюда, прочитал хутбу, проповедь в мечети города и вернулся в Багдад. Посетил ли халиф Харун ар-Рашид Баб-аль-Абваб или нет? Мы не можем ответить на этот вопрос, пока не заглянем в книги российских историков об этом городе. И чуть позднее мы найдем ответ на этот вопрос в новом фильме про город Баб-аль-Абваб. Виталий Наумкин, город Дербент.